поймем. Вы знаете, я потрясена, я даже не знаю, что мне сказать. Вот в прошлом году, когда Айрат Ушахманов вышел за золотой маской, он совершенно не знал, что его вызовут. Помните, Зазулиху открывает глаза? У него было такое растерянное лицо. Я смотрела эту прямую трансляцию по каналу «Культура», и я видела, что он был ошарашен за вот эту вещь, так искренне, за оригинальное прочтение сценария. Вы знаете, я, конечно, далеко не Айрат Ушахманов, но, вы знаете, я потрясена, я вся дрожу. Я приехала сюда из-за вас, Мухаммадша Буранголов. Вот я приехала из-за вас. Но я здесь увидела красивый, талантливый, это на таком высочайшем уровне коллектив и такой театр. Вот такие театры делают, наверное, театр России. И вы непременно должны, сегодня мы с постановщиком разговаривали, с Сулеймановым, он говорит, будет же спектакль, нет. Вы знаете, я вам хочу сейчас сказать, я простой врач, меня зовут Альфия Буранголова, мне 58 лет. Я трудилась и тружусь, и продолжаю, горжусь, что я выбрала эту профессию. Мухаммадша Буранголов является двоюродным братом моему родному деду, хоть и мы не близкая родня, но я так горжусь, что я сегодня поняла, насколько я горжусь, и, оказывается, я настолько богата, что я ношу эту фамилию. Понимаете, это как мы, Буранголовых, нас осталось я, мой сын, Эмиль Буранголов, как говорится, недобитый, отсидевший, но все-таки нас все равно Буранголовых не добили. Мы остались, мы живем, продолжаем. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Вы знаете, я не знаю, я объехала сюда, на этот праздник. Я считаю, что мы должны этот спектакль обязательно выдвинуть на золотую маску. Вы как хотите. А я буду везде писать, звонить, кричать. Я поеду в Москву и скажу, что есть такой коллектив, и вы должны пойти с этим спектаклем на золотую маску. Как хотите. Вы знаете, я вот привезла цветы. Черный микрофон. Я обычно дарю всегда, вы знаете, художнику театральному, за костюм, нормально. Она ушла. за вот это действо все, вы понимаете, вот без этих костюмов, художник это самый талантливый человек, драматург, да. Но сегодня я потрясена игрой женщины. Вы знаете, вот как на Оскаре смотришь за первую женскую роль. Я сегодня вздрогнула, я увидела, сегодня вас танцую, у вас слезы настоящие. Я долго думала, кому, я думала, Мухаммадше принесу, потом принесу самой старшей актрисе, потом самой младшей, самому старшему актеру. Я уже была готова, а потом, когда я увидела, когда вы бросились вот сюда на сцену, я готова была броситься к вам и сказать, не надо за ним идти. Вот, спасибо вам. Талантами измеряются успехи цивилизации, вашими талантами. И они же представляют верстовые столбы истории, служа телеграммами от предков к потомству. Козьма Прутков. Вот эту книгу о нашем роде Табын, откуда мы происходим, здесь и Мухаммадша Буранголов, и здесь мой прадед и дед, и здесь мои отцы. В этой книге нашей фамилии, все, кто не принадлежит. Салават Хамидуллин нам подарил эту книгу, журналист. Вот его фотография. Вы знаете, историческая среда. Он подарил эту книгу нам. И вот, мне кажется, самое лучшее, что он выбрал для эпиграфа, история предков всегда любопытна тому, кто достоин иметь отечество. Николай Карамзин. Я хочу сейчас своими словами на ходу экспромтом сказать. Извините, может быть, я не в совершенстве знаю свой язык, но я принадлежу к этому народу. Я буду знать, я буду его изучать. Без языка нет народа. Без народа нет Родины. Сегодня я обрела, наконец-то,
свою родину, я поняла, что это моя родина. Сначала у меня был Советский Союз, потом была Уфа, а теперь вся Башкирия, мое родное Оренбуржье. Мой дед и отец родились в этом селе Верхний Ильясов, где родился Мухаммад Шапуранкулов. И я думаю, что, может быть, вы не будете не против, если я постараюсь, знаете как, вот пойду нагло в Дом культуры с села Плешаново Красногвардейского района. Приедете? Вы приедете туда с этим спектаклем? Мы там были? Вы были, да? Я вас не удивила. Тогда мы с вами поедем в Израиль. И спасибо большое всем, дорогие мои, золотые, прекрасные. Насколько вы красивые. Я Мухаммад Шапуранкулу, можно я вас, девушка, поцелую?